совсем невозможно жить. Все у нас валится, все рушится. В этой комнате 3 года назад был пожар. Теперь здесь кладовка. Поднимаемся на 2-й этаж. Тут заброшенная квартира. Это ваш потолок, получается? Это наш потолок. Чтобы остановить обрушение, Надежда Ипатова с мужем и соседями установили здесь перегородку. Сейчас в доме проживают 2 семьи. Газа и воды нет, удобства на улице. Зимой отопления нет, в помощь обогревателя. Самому дому больше века, он 1916 года постройки. И в таком одиночестве он стоял не всегда. По словам его жителей, соседние строения снесли еще в 90-х. Дом по Ватутина, 14, был признан ветхим еще в 1996 году. Тогда здесь прошло большое расселение. Ипатовы в это время жили в другом городе. От расселения отказались. В 2016-м вопрос встал ребром. Чтобы признать нас аварийным, нам пришлось обратиться в независимую экспертизу, которая здесь все проверила и признала наш дом аварийным. Что они даже почти наверх не заходили. Говорят, как вы здесь, говорят, живете? На руках пенсионерки постановление уже от Казанского исполкома, датированное июнем 2018-го. Дом признан аварийным и подлежащим сносу, но город не включил его в программу по переселению. И теперь, по словам жильцов, им сказали ждать еще минимум 4 года. Почему? И что, если дом не простоит? В настоящее время действует муниципальная адресная программа на 2019-2023 годы, в которой включены дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Оставшиеся жильцы дома будут расселены после завершения действующей программы. Учитывая состояние дома, жильцам временно были предложены жилые помещения из маневренного фонда. Для подбора вариантов жилых помещений жильцам необходимо обратиться в наше управление. Это временный выход. Тем не менее, сейчас в этом деле разбирается Вахитовский суд. С иском на бездействие исполкома обратилась столичная прокуратура. Следующее заседание 12 августа. Мы будем следить за этой историей. Салават Мухаммадуллин, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.